Всем привет! В канун Нового года мы в Белорецком районе Башкортостана. Да, тякао. Нименден сайкан, башитир и деди. Уменден сайден тусей, лютенг. Браво, Альбина Фаридовна, ты блестяще выполнила мое задание. Правда, жалко не проверить, на самом ли деле ты говорил на китайском. На самом деле, честно, учила китайский язык. Ну а нашим телезрителям желаем приятного просмотра и обещаем 2 ярких путешествия по самому большому району республики. Ура! Мы в Белорецком районе! Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Мой авторский тур начинается с исторической столицы горной металлургии Республики Башкортостан, с Белорецка. Сам город как бы уютно расположился в котловане, окруженном Уральскими горами. Здесь классная история, здесь поблизости горнолыжные курорты, и я вам скажу, в Белорецке шикарная архитектура. Продолжая разговор об архитектуре, заметим, что белорецкие городские пространства – это такой синтез природы и того, что сделал своими руками человек. Оттого, наверное, у города абсолютно мужской характер, подчеркнуто брутальный, с ярко выраженными железными нотками в характере. Горно-заводская составляющая жизни Белорецка настолько хребетная и основополагающая, что убери все эти заводы с трубами из городского ландшафта, и будет некрасиво. Но это частное мнение. А если бы у меня была возможность стать, скажем, птицей, простите за лирическое отступление, то этот гордый орел мог бы бесконечно долго парить над городом со всеми его невысокими домами, храмами, зелеными парками, огнедышащими промышленными предприятиями. Белорецк очень мощная горно-заводская история. И неудивительно при такой-то геологии. Обратите внимание на большое количество заводов, горных заводов в Республике Башкортостан. В 18 веке, как правило, они все были построены здесь, на территории района. И вот на этих стендах немного того, что делали в разное время на горных заводах Белорецка. Обратите внимание на этого большого чугунного жука. Как вы думаете, для чего он был изготовлен? Не догадаетесь, для снятия обуви. А если погрузиться в историю, то по этой массивной фотографии можно увидеть, как добывались железные руды на белорецких месторождениях. Из этих руд, уважаемые друзья, в том числе делали вот такие массивные пушки, ядра. Например, эту пушку, она настоящая, она тех времен, сделали для армии Емельяна Пугачева. Но крестьянская война закончилась, и наступило время рассвета горной заводской истории Белорецка. Это кабинет управляющего одного из заводов Белорецкого района. Мини-орган. Вряд ли простой рабочий Белорецкого завода мог на нем играть. Образованный управляющий еще как. Ну и интересный экспонат, вот это большое зеркало, оно по преданию было обнаружено в пещере на Арском камне. Затем пещеру уничтожили, был большой взрыв, но это совершенно другая история. И, конечно же, Белорецк – это про геологию. Все это богатство в горах, скалах, ущельях Белорецкого района. Удивительные места, особенно если посмотреть на все это изнутри. В городе достаточно большое количество достопримечательностей, и если о нерукотворных вам лучше расскажут геологи, то построенное человеком нужно оценить самостоятельно.
Да, это Белорецкая водонапорная башня, одна из главных городских достопримечательностей. 1916 год постройки, 18 метров в высоту. И в начале века, из-за того, что это было самое высокое здание в городе, она использовалась как пожарная каланча. Милости просим. Очень атмосферный, грамотно облагороженный теперь уже памятник истории и архитектуры Белорецка. Красивая, крутая подъемная лестница и потрясающие виды на город. Многое изменилось с начала 20 века. И водонапорная башня больше не выполняет свои функции. И в этом баке давно не было воды. И каланча тоже уже давно не нужна городу. Но что точно осталось неизменным с 1916 года, так это шикарная природа, которая является добрым спутником города Белорецк. Поселок Кага в Белорецком районе – это островок славянской культуры в невероятно живописной местности. Здесь все необычно, непривычно городскому уму и сердцу. Тишь и благодать окутали эти места, будто попадаешь в другое измерение. Уютные дома с резными ставнями, дощатые заборы, что становится редкостью в деревнях республики, все погружает в нетронутый быт горно-заводского уклада жизни. Здесь все будто бы сделано собственноручно хозяевами и привлекает самобытностью и оригинальностью. Недалеко от города Белорецк расположился поселок Кага, у которого своя богатая история. Порой трагическая, иногда мистическая. Побывать в атмосфере горно-заводской и высокодуховной Каги я и планирую в начале своего авторского тура. Ох, чувствую, тур-то получится невероятным, полным красоты, живописных мест, вкусностей и веселья. Ой, а вы знаете, где баба Валя живет? Конечно, знаю. А довезете? Ой, сяду, конечно. Ой, как вкусно сеном пахнет. Поехали! Ну, погнала я по снежным улицам Каги. Сижу мягко на свежем сене, ветер дует прямо в лицо, вожжи в руках и веселый парень по соседству. Делаем фото на память. Экстремально и оригинально. Где еще такое увидите? О, приехали, да? Да, приехали, все. Ой, спасибо, Евгений Алексеевич, Пожалуйста. за доставку на экотранспорте. Скажи, пожалуйста, Жень, а ты коренной житель, да? Каги? Да, я коренной житель. А у вас тут мода такая, да? Вы Да, все так народом ходим. Традиционным. Да. Шапочка огонь. Спасибо большое, Жень. Пожалуйста. Ну что, Алмазик, прокатил ты с ветерком. Спасибо, дорогой, ты классный. Все, пока-пока. До свидания. Ох, как весело встречают-то туристов! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие гости! Ой. Отведайте по русским традициям наш хлебушек с солью. Ой, с удовольствием. Вот можно цветочек надломить. Замерзли,
разведемся. Да. А печка у вас есть? Есть, и Тётя идёт. Настоящий уют и душевные жительницы Каги. Блюда у них интересные и говор особенный. Утверждают, что старомосковский. Проверить не можем. Верим на слово. А что вы тут готовите лавровым листом? Картошечкой с мясочкой. С мясочком, с лучком, лавровый листик, пирогов напекли. А, это тоже пирог? Это пашкет. Ой, это тот самый знаменитый кагинский, который больше нигде не Кагинский. делают. Да, раньше пекли на свадьбы 6 столов, 6 пашкетов. А выпечка-то тут и впрямь неземная. Ум отъешь. После морозной прогулки это же вообще мечта. Ой. Картошечка, лаврушечка. Начни, дочь, с корочки. Да? С корочки Да. надо? Конечно. Корочку, прикуску надо. Божественно. Не быстрая бежишь, да ты. Ну, чем вам не вечера на хуторе близ Диканьки? Сказка наяву. Заливала берега. Ох, хорошо у вас здесь. Приезжайте к нам. Приезжайте хоть круглый год. У нас всегда праздники. Натопим печку. Ой, печка-то шикарная. Блинов напекем, пирогов напекем. Всегда встретим. Независимо от того, зима или лето, всегда можно приехать в Кагу, погрузиться в невероятный быт и образ жизни местных жителей и угоститься вкуснейшими пирогами. Так что рекомендую. Шикарное предновогоднее настроение, классный день в Белорецке. А сейчас я направляюсь в Варский камень, где планирую ночевать. Видите, многолетний сосновый лес. Минус 18 на улице, но для белорецких это как для нас плюс 20 примерно. У меня речевой аппарат уже практически... Опа. С кем только не встретишься в Белорецком районе в канун Нового года. Красиво идут, характерно, выглядят величаво. Могу ошибаться, но, по-моему, это казаки. Впрочем, сейчас все узнаем. Здрасте, Здрасте, Дмитрий. Андрей, очень приятно. А вы? А мы казаки белорецкие. Знаменитые белорецкие казаки. Да, хутор белорецкий. Слушайте, Андрей, скажите, а вы всегда в минус 20 расстегнуты ходите? Так тепло же. Тепло. Скажите, пожалуйста, а вы можете меня, простого башкирского туриста, познакомить с вашей культурой, традициями? А это без проблем. Давно известно, что добрый казак виртуозно владеет шашкой. Разбуди его ночью, дай в руки любимое орудие, и он также спокойно покажет вам фланкировку. Каждый уважающий себя казак должен уметь владеть шашкой. Острым клинком. Он на самом деле острый. Да, он на самом деле острый. Чтобы показать, насколько он острый, мы можем с вами сделать начальное упражнение. Который называется Рубка бутылки на количество. рубка бутылки на количество. На количество рубов, да. Но мы еще и на качество будем рубить. На качество обязательно. Люба! Ну это значит, что очень хорошо все было.
Ну, не очень хорошо, можно и больше рубов, но для начала пойдем. Хотите попробовать? Конечно, хочу. Для начала одеваем тельняк, это обязательно. Перчатки снимать? Да, желательно. Тельняк. Темляк. Темляк. Подойдите поближе. Люба, Шашка, Люба. Нужно примериться Так, и держать очень крепко и делать очень хлесткий резкий удар. одной рукой. Одной рукой. Готов? Готов? Руби. Это была команда? Это была команда. Ну, Люба! Люба! С первого раза все получилось. Слушайте, а можно еще раз Можно попробовать? еще раз попробовать. Но это уже чисто для эстетов. Я же говорил, для эстетов. Для водных эстетов. Люба! Люба! Очень классно, слышите. Дим, ну все хорошо, порубить получилось. Теперь осталось одеть традиционный казачий головной убор, сесть на коня и спеть казачью песню. Как на это смотрите? Да, с удовольствием. Тогда Так, это папаха? это папаха. Не смотрите мою прическу под шапкой. А уши должны? Да, да, на уши. Зима на улице. Все, теперь на коня и слушать песни казачьи. Так, это конь или кобыла? У нас, не знаю, конь, наверное. У меня с кобылами проще. Так. Слушайте, ну это какой-то резвый конь. Я, честно говоря, напряги ноги. Должен на ногах стоять. Затяни на себя! А вот и тебе! Догонись. Конь мне попался своенравный, а я ведь второй раз в жизни верхом. Ну, я бы не сказал, что казак из меня добрый. Как там говорят, душа в пятке. Интересно, они что-нибудь горячительное с собой возят, нет? Как был нашей сотне командир хороший, старшина удалая, чернявая моя, чернобровая моя, черноглаза, кудрявая голова, кудрявая голова, браво, Катерина, браво, сердце мое. Браво! Люба! Люба! Это был коллектив «Раздолье», народный коллектив. Сами убедились, как поют. Поют Здорово. раз кудряво. Спасибо, вы Люба. такие классные. Люба! Люба! Спасибо, Люба. Особой гордостью села является Никольский храм, который, несмотря ни на что, очень хорошо сохранился. Как бы ни пытались власти переделать его на мирской лад, как бы тщательно по требованию райкома партии не стесывали зубилом кресты на фасаде, все равно храм остался храмом и не утратил своего величественного облика. В советский период здесь было и зернохранилище, и конюшня, и дом культуры. И лишь последний директор Дома культуры Иван Лисовский не побоялся еще в 70-х годах очистить от советской штукатурки подкупольную часть храма и отмыть уникальнейшие фрески. Именно благодаря его заботам и стараниям здание Кагинского храма столь хорошо сохранилось до наших дней. И с 1 июля 2000 года Никольский храм был официально передан верующим людям. В середине 19 века из-за массовой эпидемии холеры начали умирать жители поселка Кага. И взрослые, и дети. Ровно до тех пор, пока по инициативе местного священнослужителя не был совершен крестный ход к роднику Сажалка. Люди приходили, пили воду и исцелялись. В Каге есть уникальный интерактивный музей «Дом заводского крестьянина».
Входя во двор, ты будто попадаешь в другое измерение. Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте. Ой, здравствуйте! Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем интерактивном музее «Дом заводского крестьянина», где восстановлена обстановка дома зажиточного заводского крестьянина XIX века. Если вы пойдете по Кааге, то увидите, что возле каждого большого дома стоит маленький домик, который называется избенка или малуха. Это такая особенность горнозаводских сел. На самом деле, это дворовая мастерская, где прялки, станки для ткачества. На похожих я училась работать в Стерлитамакском районе. Избенка или малуха, в которой собирались женщины, девушки для того, чтобы заниматься рукоделием. Здесь делились секретами, обсуждали последние новости. Такая своя женская территория, напитанная женской энергией. Сюда мужчин не впускали. Из малухи мы попадаем в настоящую избу зажиточного крестьянина. Убранство вызывает восхищение, все по старинке, но очень ново и красиво. Ну и я уже соответствую статусу в полном образе. Каждая деталь несет свой смысл, все было продумано и красиво сочеталось. Обязательным элементом народного костюма является пояс. У нас в русском языке осталось слово «распоясался». Да? Да, то есть раньше без пояса не ходили. Пояс – это первый предмет одежды, который получал ребенок. Замужняя женщина не могла появиться без головного Поэтому убора. у меня аж двойным платком накрыли голову. Да, да. Нижний платочек он собирает волосы, а уже верхний для красоты. Зажиточная жена заводского крестьянина, конечно, могла вот себе Выглядела такой, именно. такой вот наряд себе могла позволить, да. Вышитые салфетки, посуда, убранство – все вызывает восхищение. Нет перины, нет кровати, намеки у нас в палате. То есть в палате это еще одна детская комната, в которой дети в холодное время года играли. Также оттуда удобно было наблюдать за всем, что происходит в доме. Какое удобное место. Но я сама не буду забираться. Никит, покажете, как это делать? Да, сейчас покажу. Да. Классно. Мне кажется, с современным домохозяином можно взять на заметку такую классную идею. Да. Спасибо, Никита. Угу. Ну что, готовы попробовать, сколько весит бабья доля? Так, вот в ней измеряется бабья доля, да? Ухват. Ухват. Горшок. Тяжелый такой ухват. Угу. Можно Горшок сразу глиняный. спрошу? Горшок глиняный. Глиняный. Разбивается. Поэтому аккуратно, да. Делаю впервые эксперимент. Могу повторить единожды. По Так, центру сажайте его. Вот так, да? Все, подсадила. Поднимаю. Аккуратно. Ух ты ж доля женская. Так вот надо было бежать с этим ухватом до стола в гостиной. Добежать-то не сложно, а вот поставить в печку на вытянутых руках – это сложно. Согласна, и я это делать не буду. Горшок-то у вас сохранился исторически. А что в нем приготовлено? Каша. Прямо в печке, прямо в этом горшке. Каша пшенная с тыквой. Моя любимая. Аромат какой божественный. Но каша кажется очень сладенькой. Пробуйте. Пробуйте. Угу. С красивой тарелочки. Так хорошо она разварилась, да? Печи-то. Да. Я даже пшенку не ощущаю. Это просто нечто такое тыквенно-божественное. На плите такое не приготовишь. Это, мне кажется, исключительно заслуга печи и глиняного горшка. Так что эксклюзивная каша. Очень вкусно. Правда вкусно? Правда вкусно. Я, честно, в повседневной жизни кашками редко балуюсь. Но эту, знаете, я не оставлю. Всем привет! Показываю свое жилище в Варском камне. Деревянный дом, который начинается вот здесь на кухне, плавно перетекает в гостиную. Красиво. Телевизор большой. Там вид на лес. Вот смотрите, здесь такая имитация уличного санузла, который мы все так с детства любим.
душевая, комната на первом этаже. Здесь я, наверное, и буду спать. Так уютненько. Есть еще и второй этаж, но я один, что мне там делать? Короче, все вот так просто. Ну, так по-домашнему, как мы любим. Это же Белорецк, это же канун Нового года. Сейчас пойду, елку поставлю. В общем, Альбинка. Ну что, пришло время отдыхать, и прямо сейчас я покажу, где я решила остановиться. Внимание, актив, отель «Горки». Гостевой домик. Небольшая, уютная душевая комната. Все в таких нежных оттенках. Здесь гостевая комната, кухня очень даже приятная. Вы знаете, это дом для эстетов, который ценит красоту и уют. Место для чтения. Ну, я бы так проводила досуг в этом домике. Ступенечки ведут наверх. А там комната для сна. Здесь очень приятно находиться, здесь очень уютно. Хороший вечер меня ждет, я так понимаю. И вам тоже хорошего вечера. Привет, Альбин. Привет, Дим. Ну как дела? Не устал путешествовать? Конец года, финал сезона. Нет, ты что, я бы еще с десяток районов объехал. А Белорецк зимой, ну просто сказка. Как твои дела? Я сегодня весь день провела в Каге. Что теперь, леди Кага? Ха-ха, очень смешно. Ты даже не представляешь себе, как здесь красиво, особенно в канун Нового года. На самом деле представляю и поздравляю тебя с наступающим. И добрых снов. С наступающим Новым годом, Дим. Самый большой район Башкортостана, самая богатая лесами территория республики. Они занимают 82% всей площади, а еще это территория больших просторов. Остроконечные вершины гор, опоясывающие практически всю территорию, давно стали одним из главных символов этих мест. Стада вольно пасущихся лошадей и ярко насыщенный кислородом воздух, от которого с непривычки возникают приступы легкого головокружения. Разве можно найти более подходящие для отдыха от городской суеты места? Здесь хочется гулять, постоянно радуя себя новой красивой панорамой или причудливой игрой красок природы. Прелесть окрестностей Белорецка в том, что здесь очень много гор. Первая, вторая, третья Малиновая. Сегодня такая погода, что туда я точно не заберусь. А на Золотые Шишки, которые также недалеко, взобраться можно попробовать. И вот этим я сегодня и займусь. Как говорится, башкирские каникулы по мотивам фильмов Тимофея Баженова. О! Изначально плохая идея. Очень плохая идея. Накануне обильно выпал снег, и, видимо, я в числе первых, кто взбирается на гору. Снега буквально по колено. Зато очень красиво. И вот здесь происходит то, что я больше всего не люблю. Река Нура.
И непонятно, насколько окреп лед. Пойдем проверять. Ну так тревожненько. Слышно, как вода течет подо льдом. Идем. Че стоишь? Я проверил. И вот теперь-то игривое настроение сменилось на ощущение легкой безнадеги. С первых метров подъем на золотые шишки очень крут. Прибавьте изматывающие сугробы и, видимо, отсутствие должной подготовки. Но идти нужно, иначе как я буду смотреть вам в глаза? Я вот уже 30 минут жду, что у меня откроется второе дыхание. Но пока открылось минус второе дыхание, все тяжелее и тяжелее подниматься. Но есть такая знаковая история для вот этого леса. Заканчивается хвойный лес, начинается лиственный. Видите, березы. А чего так в России? Ты что все пою в нашей передаче? Может, кислорода не хватает на высоте-то, а? Пошли. Когда кажется, что вот-вот вышли на плато, знайте, это только кажется, идти до вершины еще прилично. Трекер показал, что по прямой до вершины горы 300 метров. Но это не те 300 метров, которые вы делаете из дома до магазина в поисках вкусного хлеба. Это самые сложные 300 метров в уходящем году. Ну а ближе к вершине объектив нашей телевизионной камеры начал подмерзать, поэтому вы видите картинку с легким эффектом морозного фильтра. И ландшафт на высоте поменялся. Стало заметно холоднее, но ради красивых видов мы дойдем до конца. Откровенно говоря, это далеко не самая простая история. Подъем на вершину горы Золотые Шишки. И вот она, вершина! Господи, страшно-то здесь. Такой обрыв еще. Но самое классное, здесь вершина, здесь та самая знаменитая гора Малиновая, на которой мы обязательно поднимемся. Не сейчас, успокойся, летом. И просто потрясающая панорама. И, кстати, сегодня 30 декабря, завтра можно собраться с друзьями и отметить здесь Новый год. И многие так и делают. Еще раз наступающим вас. Эй-эй-эй!
Самые настоящие башкирские каникулы в Белорецком районе. Чтобы полностью ощутить весь спектр эмоций, я приехала в горнолыжный центр Мраткино, который привлекает своими склонами не только профессионалов, но и любителей. На сноуборд меня поставит инструктор Ксения. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, будем осваивать новый вид транспорта для меня? Да, конечно. Ну, сколько времени понадобится, чтобы я так самостоятельно могла скатиться? Давайте такую задачу поставим. Ну, у каждого по-разному. В принципе, часа хватит, чтобы освоить задний кант. Ну все, пошли проверять. Иду, значит, и думаю, что на лыжах-то как-то понятнее, тем более, что опыт катания у меня есть. Но... Хорошо. Это задний кант у сноуборда. Это передний кант. Ага. Теперь, чтобы начать движение, нам нужно поднять с тобой носочки обеих ног. То есть ты стоишь на пяточках. Носочки обеих ног у тебя приподняты. Чтобы не поехать. Чтобы поехать, да. Вес тела на двух ногах. То есть ни туда, ни сюда, ровно на двух ногах. И управляешь ты сноубордом двумя ногами, не одной. Готова? Нет. Руку мне давай. Хорошо, сейчас вместе будем пробовать. Хорошо. Чуть-чуть носки отпусти вниз. Отпусти. Так, хорошо. Как падать правильно? Самое главное. Падаем всегда на попу. Стараемся упасть пятой точкой вниз. Ага, чтобы Потому не что так если лететь. бы мы вот так полетим, Лицом. у нас лицо вниз. И самое главное, у сноубордистов страдают руки всегда. И плечи. Вот, носочки на себя, на себя, на себя. Блин. Я еду сама, не знаю куда. Где носки? Что делают окружающие, когда на них съезжает с горы визгливая ведущая? Конечно, убегают. Это было супер. Это круто, блин. Каникулы, огонь. Нет, я лежу, отдыхаю. Идем. Нормально, все нормально, живая, и даже не больно мне было. Да, Ну чё, как дела? нормально. Всё. Пожалеть меня пришел. Да? Снимаем? Ощущения кайфные, но снять и встать я не смогу, Ксения. Сейчас поможем. Ой, пожалел, да, вот на ручку я упала. Ты как чувствуешь, да? Так клево. Ксюш, спасибо большое. Это было невероятно, это было круто. Я думаю, что очень много желающих провести зимние каникулы именно в Мраткино. Ну все, удачи. Спасибо. Горнолыжный центр Мраткино – один из старейших центров Южного Урала, привлекающий туристов своими идеально подготовленными склонами. Здесь очень классно, красиво, заснеженные ели, крутые склоны, люди, катающиеся на лыжах, на сноуборде. Все это завораживает, привлекает. И даже если мои ноги дают о себе знать, после тренировочки прокатиться и насладиться видами нужно обязательно.
Это что за сказочная картина? Привет, Альбин. Привет, Дим. Слушай, как здорово, что финал сезона мы проводим в этом замечательном, классном, красивом месте. В Белорецком районе завершаются наши зимние башкирские каникулы. Знаешь, у меня к тебе такое предложение. Давай вот в этот раз, в финальном выпуске, мы не будем считать, кто сколько денег потратил, кто победитель, кто проигравший. Давай лучше расскажем о тех ребятах, кто с нами показывал красоты Башкортостана. Согласна. Ребят, ну идемте к нам, давайте, проходите. Идем. Это Лейла, ее домашнее Нурислам. животное. Это Нурислам, наш оператор. Это, Альбин, забываю всегда. Это Айдар. Айдар, наш оператор-постановщик. Ну За что? камерой Виталик, режиссер. Ребята, спасибо вам большое. Ну что, как репетировали? 3, 4. С Новым годом! 3-8, поехали. Всем привет от башкирские каникулы. Это, конечно, с каждой минутой вода все горячее и горячее, откровенно говоря. Бери, пожалуйста. Иди ко мне, идем. А что, не нужна собака? Она, понимаешь, если бы она делала определенные. Ребята, привет. Мы успели. Сяду, посмотрю. Дима! Дима!